Якщо ви ФОП і змушені закрити, наприклад, свою кав'ярню, як приклад, або найманий працівник і вас звільняють, бо кав'ярня, де ви працювали, на жаль, закривається, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Як саме? 3 прості кроки. Зайти в додаток «Дія», ввести короткі дані і номер банківської картки. Далі перевірка даних і максимум через декілька днів 8 тисяч гривень приходять вам на карту. У меня здесь возникает масса вопросов. Ну, во-первых, это нагрузка на бюджет, который еще не приняли. Где будут брать деньги? Откуда будут брать деньги? С ковидного фонда? Если нет, то с какого другого места? Насколько 8 тысяч могут помочь вообще в этой ситуации бизнесу, который и так на грани выживания? Пан Андрей. Да, в этом не вопрос. Ну, смотрите, у меня вопросов, наверное, чуть побольше, чем у вас. Просто в силу того, что значит прекратить деятельность. Прекратить деятельность ФОПа на выходных, либо прекратить существование ФОПа вообще. Приостановить его деятельность. Ну, как основание для получения 8 тысяч. 8 тысяч — это за какой период прекращения? 2 дня или месяц? Но если у меня оборот по предприятию, допустим, за год 1 миллион, то каким образом мне 8 тысяч помогут, ну, по предприятию, по субъекту предпринимательской деятельности, каким образом мне 8 тысяч помогут содержать семью? Что это за альтернатива? Вы говорите о бюджете, а мне кажется, что если мы ввели карантин выходного дня, начиная с ноября месяца, то выплаты соответствующим ФОПам должны осуществляться тоже с ноября. Соответственно, это бюджет, который охватывает ноябрь и декабрь текущего года, плюс заложенное финансирование в бюджете на следующий год. А в бюджете на следующий год эта помощь, она предусмотрена? Но тоже нет. Поэтому это в президентовом видеоролике все как бы очень легко и просто и хорошо. А для ФОПа, с юридической точки зрения, ему нужно будет подтверждать прекращение своей деятельности. И каким образом? Ну, выпиской, скорее всего, с реестра, да, которую он сможет получить в электронном виде, но эта выписка будет о чем? О том, что он на выходных не работал, таких выписок реестр не дает. Он может дать выписку о том, что с такого-то числа деятельность прекращена. Но помощь, которая касается сотрудников, ну давайте посмотрим средний размер оплаты труда сотрудников по предприятиям, по юридическим лицам. Он выше, чем 8 тысяч гривен. Поэтому на самом деле вопросов к алгоритму много. А другой вопрос очень простой, прагматичный, это средства. Если мы говорим о средствах, давайте смотреть объем заимствования в бюджете на следующий год. Это 700 миллиардов гривен. Из них должны быть покрыты внутренними заимствованиями 500 миллиардов гривен. Но погашение предыдущих 300, соответственно, плюс 150 — это дополнительный ресурс, который должны вбросить кто-то, какие-то иностранные, либо внутренние силы в то, чтобы профинансировать государственный бюджет. Ну, а исходя из этого, мы с вами не знаем, откуда будут браться деньги вообще на финансирование государственного бюджета, не говоря отдельно о фондах, которые касаются поддержки предпринимателей. Поэтому давайте дождемся все-таки документов, которые Кабинет министров сегодня утвердил, посмотрим или послушаем, кто будет их представлять в парламенте. Будет это господин Марченко или будет это министр Степанов. Ну и поймем на самом деле, что именно нам предлагают. И когда очень важный момент — оперативность получения этих средств.